Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Хочу вам рассказать о своем приобретении, но начну вот с такой вещи. Да, поймали мы рыбу, и как ее достать. Да? Я вот в прошлом году посмотрел там в интернете и у друзей, вот такая вещь есть для того, чтобы, когда поймал рыбу, вытащить ее из воды. Называется лип-грип, челюстной захват. У меня вот есть такой окунь, то бишь это все выглядит вот так вот. Хватаем окуня, оп, вот так вот, и вытаскиваем его из воды. Но все бы хорошо. Удобная вещь, понравилась. До этого пользовался большими дедовскими подсачниками. Это вроде маленькая вещь. Компактная, не занимает много места. Но проблема, ребята, в том, что она травмирует рыбу. Я вот начал ловить головля, езя. И когда его вынимаешь из воды, ну, голавль еще держит, как бы, у него рот мощный, а езя эта штука рвет. В ези такие, ну, грамм по 700, по 800 уже начинает трепыхаться на лип-грипе и рвет ему нижнюю губу и травмирует рыбу. Я рыбу отпускаю, ну, в 90% своего улова я отпускаю. Вот в окуней вот только брал, и то валяются вот на балконе. Значит, я подумал и решил заказать с Китая такую вещь. О, ребята, подсачник, вот такой вот. Я думаю, что он решит проблему вот эту с травмированием рыбы. Тоже небольшой, компактный. Рыбку хоп сюда, достал, освободил от крючков и отпустил. Цена что-то там 1000 с небольшим рублей вышло, как бы. Ну, посмотрим. Ни разу не пробовал такими рыбу вываживать там, как все это будет. Я думаю, что и в забродку как бы можно будет его там к жилету прицепить. Он сзади будет по течению трепыхаться. Здесь есть темлячок такой. Я думаю, что нормальная, удобная вещь. Вот. А как она себя покажет, ну, узнаем, когда откроется сезон. Надеюсь, кому-то было это интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч, друзья. Клюнул крупненький. Ух, ребятки. Вырвал у меня лип-грип. Вот такая рыба, ребят.